Действительно, когда мы говорим об образе будущего депутата, мы неизбежно приходим к вопросу о политической системе, какой парламент мы хотим видеть и какой формы избираться, по какой форме должен избираться парламент. Я считаю, что легкого ответа на этот вопрос точно не существует. Я верю, что когда-нибудь мы перейдем обязательно полностью на партийную систему, потому что лично для меня она более демократична, она в ней реализованы и интересы меньшинств. Но насколько мы готовы к ней сегодня, это, конечно, вопрос очень дискуссионный. Если посмотреть о опыте наших дорогих коллег Золотого парламента, когда они выбирались, была крепкая идея у общества, и был запрос общества именно на грамотных, на то время молодых людей, да, которые имели хорошее образование, потому что именно за счет своего образования и умения они важные для нашей страны вещи смогли отстоять. Сегодня, к сожалению, у общества есть большой запрос на индивидуального депутата, которого они знают, который будет им делать дороги, чтобы можно было четко возложить ответственность именно на него, что если у нас дороги нету, ты виноват, света нету, ты виноват, иди как хочешь, всеми правдами и неправдами добивайся результата. Но мир тоже не стоит на месте, наша страна развивается понемножку, немножко все становится лучше все равно. Я надеюсь, что мудрость нашего народа, она все равно позволит нам эту границу понемножку стирать, и людей, которые все-таки будут заниматься именно законотворчеством, будут чаще выбирать. Но в любом случае здесь есть такая поверье, что в мажоритарной системе выбирают людей ближе к народу, а в партийной пропорциональной системе выбирают более профессиональных законодателей. Я с этим тоже не совсем согласен. Я считаю, что в нашей стране, как и Константин Эдуардович говорил, есть люди, которые готовы и близко с народом общаться, и решать так или иначе хозяйственные вопросы, потому что это тоже нужно. Без этого никуда. У нас пока не Швейцария и не Норвегия, чтобы хозяйственными вопросами не должен депутат заниматься. Но и не должен забывать, что самое главное для депутата – это законотворчество. Депутат, который не может разобраться с нормативно-правовыми документами, не может с ними работать, не должен быть избран. Это, на мой взгляд, 100%, да. Это, на мой взгляд, вещи, которые должны в нашем народе быть как четкая аксиома, которую нельзя преодолевать.